многие знают, что правильно подобранный логотип – это хорошие продажи. Конечно, конечно. А у нас сегодня правильно подобранные ингредиенты, хорошее настроение, следование рецепту. Добрый день, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит председатель Союза дизайнеров России татарстанского отделения, графический дизайнер Дмитрий Кошкин. Дмитрий, здравствуйте! Приветствую вас! Я принес вам подарок, как положено. 40 лет Казанской архитектурно-художественной школе. Позвольте. Да. Позвольте, я сначала подумал, что это мой возраст, вы указали, на самом деле 40 лет Казанской архитектурно-художественной школе. Слушайте, неужели так много? Да, только в этом году будет 50. А книг похоронили 10 лет специально для меня. Что интересного здесь можно посмотреть? Ну, здесь все выпускники, все студенты, все преподаватели, которые были за 40 лет, за последние 10 лет прибавилось еще больше. Но вас тоже можно здесь найти? Да, если долго искать. Дмитрий Кошкин, кандидат архитектуры, доцент, председатель правления татарстанского отделения Союза дизайнеров России, руководитель секции графического дизайна Республики Татарстан. Родился в Казани в 1991 году, окончил факультет архитектуры Казанского инженерно-строительного института. Изучал архитектуру и графический дизайн в университете Баухаус в Веймаре в Германии. Дмитрий – дважды обладатель национального приза в области дизайна «Виктория», лауреат биеннале графического дизайна «Золотая пчела», лауреат международных и всероссийских конкурсов в области дизайна, архитектуры и искусства. Он автор многочисленных проектов в области графического дизайна, в том числе логотипов и айдентики для таких компаний, как Татэнерго, Татмедиа, КФУ, Просто молоко, Татспиртпром, Парижского дома ДЛ, Версаль, сети магазинов «Империя» и многих других. Этим я займусь после программы, ну а сейчас рассказывайте, что мы будем готовить. Сегодня будем готовить татарское национальное блюдо, в кавычках, хашлама. Ну, хашламу готовить на всем Востоке, в том числе у нас. По какому рецепту? Есть какой-то? Или Ну, хашлама – это вообще классическое? армянское блюдо. Хаш – это вареное мясо, на самом деле. То есть, в принципе, рецептов очень много. У меня, конечно, тоже свой рецепт. Я, конечно, сразу прошу меня не кидать камнями. Максимум овощами. Да-да-да. С рецептом ознакомимся по ходу, поэтому предлагаю прямо сейчас начать готовить хашламу. Итак, Дмитрий, с чего мы начинаем готовить? Ну, наверное, мы начнем с помидор. Так, помидорки. Да. Ну, существуют, как вы уже сказали, различные варианты приготовления хашламы, но у каждого, кстати, варианта все по-своему режут овощи. Как мы будем резать? Мы будем резать очень крупно. Пожалуйста, И- продемонстрируйте. А, срезаем, да, вот сначала? А. Примерно сантиметр толщиной, потому что при готовке все это уварится. Какие еще блюда умеете готовить, Дмитрий? И вообще, часто ли вы бываете на кухне? Ну, честно говоря, не очень часто. И вообще, это блюдо, конечно, было у нас, скажем так, выездным. Вместо того, чтобы жарить банальный шашлык, мы стали готовить вот такое блюдо, которое, кстати, достаточно полезное и очень вкусное. Что самое главное, оно дает и сытость, и одновременно Ну, это очень еще легкое. Очень легкое Ну, блюдо. ведь оно еще и все равно с бульоном. Потому что тот бульон, который дают в итоге овощи, он ведь настолько ароматен. Я Да. только поэтому, на самом деле, люблю это блюдо. И там есть мясо. Ну, Конечно. да. Кстати, мясо у нас тоже сегодня есть. Какое мясо мы сегодня используем? Баранина. Баранина, Баранина. да? Баранина на косточке. Да. Баранина на косточке, ну, причем это может быть спинка, шейка. Хотя, конечно, некоторые готовят, те, кто не любит, они используют и говядину. То есть, в принципе, единственное, что пожелание, чтобы было немного жира и была косточка. Тогда это становится очень вкусным. Так, вот в таком казане мы сегодня будем готовить хашламу. Какой процесс? Сначала мы режем, потом выкладываем. Нет, мы будем последовательно Последовательно. резать и сразу выкладывать. Давайте. Первый слой у нас. Итак, первый слой у нас идут помидоры. Прошу. Кстати, а масла мы никакого растительного не добавляем? То есть у нас совершенно всю жидкость, которая здесь появится, дадут овощи, как вы уже правильно сказали, Руслан, и мясо. А мясо не маринуют, нет? Да. Некоторые маринуют, Немного со но специями. я вижу, что это мясо очень хорошее, то есть его не стоит мариновать. Свежее, у нас все Да. свежее. Да. Один слой у нас готов, пока остатки мы уберем. Сколько слоев помидоров обычно бывает? 2-3 максимум, наверное. Чем больше, то есть на самом деле никто не регламентирует, зависит от размера самого казана. На самом деле, и что количества дальше продуктов. режем? Дальше мы ничего не режем, мы укладываем мясо. Второй слой у нас идет мясо. Прекрасное мясо.
который мы тоже аккуратно укладываем на помидоры. Мгм. Так, солим, перчим мы сейчас. Да, да. Так, Сейчас, давайте подождите. перчика. То есть прям сверху, да? Черный молотый перец. Мгм. Так, смотрите, достаточно, нет? Достаточно. Достаточно. Соль и зира. Так, вот у нас зира. Вот, кстати, по поводу зиры, это же все-таки такой вот, знаете, такая специя не на каждого, нет? И баранина тоже на любителя. На любителя. Добавляем зиру. На самом деле зира придает очень изысканный вкус. Это совершенно не мешает ни мясу, ни помидору, ни овощам. Добавляет кориандр. Что делаем дальше? Следующий у нас лук. Лук. Так, прошу. Так, пожалуйста. Ну и прямо сейчас я предлагаю немного поговорить о вашей профессии. И вообще, как вы пришли к профессии дизайнера? Была ли это мечта? Есть ли дизайнеры среди родственников? Рассказывайте. Ну, конечно. Дизайнер вообще, кстати, достаточно молодая профессия, как рассказывает мой учитель. Что впервые в Казань приехал Егор Лигачев и спросил, почему у нас в Казани нет дизайна вообще как такового. Это какой год был? Это был где-то 85-86 год. Я лично не присутствовал при этом. Ага. И они стали выбирать, какой же вуз может быть в качестве главного. Подумали о том, что в принципе КАИ, так как там вроде бы изучают эргономику, какие-то обводы самолетов, какая-то эргономика, которая присутствует в кабине, и КИСИ, тогдашний КИСИ, то есть теперешний КГАСУ, которому исполняется 50 лет, так как тут профессионально учат рисунку, моделированию, скульптуре, то есть в то время учили только архитектуре, и поэтому появилось такое желание начать выпускать дизайнеров и в Казани. Я оказался в первой группе дизайнеров, Это которая... самый первый Самая первая группа дизайнеров, которая была в Казани. год. Сколько человек было в группе? 4 человека. Так, кстати, человек. сейчас мы пока лук выкладываем, да, вторым Да, слоем? да. 4 человека. Кстати, ну, все сейчас работают дизайнерами. Да, кстати, все достаточно известные дизайнеры в Казани. Они, кстати, все прошли, кстати, обучение в Баухаусе. Ну, не в самом Баухаусе, конечно. Это Ваймарская высшая школа архитектуры и дизайна. Конечно, это оставило, скажем так, незабываемый след. Тем более в те времена, когда мы вплотную соприкоснулись как бы с таким, скажем так, западным дизайном, который в то время у нас дальше, чем художник-оформитель, не шел. Хорошо, так, что мы еще режем? Теперь перец. Перец. Болгарский перец. Подождите, если вас набрали первую группу, а кто тогда преподавал, если не был дизайнером? Ну, это был наш учитель, Михайлов Сергей Михайлович, который также был, кстати, он также был архитектором, он был первым председателем Союза дизайнеров. В 1994 году Союз дизайнеров России открыл свой филиал в Казани, а Сергей Михайлович в итоге стал первым деканом факультета дизайна, заведующим кафедрой дизайна. На этой кафедре я теперь и тружусь, скажем так. Но мне кажется, сейчас вот эта кафедра одна из самых популярных, да, на сегодняшний день? Ну, я думаю, да. Сколько, Да. В области сколько дизайна. абитуриентов приходит каждый год? 4 группы, но это, наверное, порядка 60 человек. То есть ежегодно. сейчас уже 60 человек ежегодно, а начинал с 4. Да. Отличный скачок. Так, мы дорезаем наши перчики, и это идет в следующем слое, да? Да, Так, ну и желательно, как вы Да. сказали, все плотненько выкладывать. тоже равномерно раскладываем. Дмитрий, а вот можно ли стать дизайнером в любом возрасте? То есть не обязательно после Ну, конечно. школы, например. Конечно, существует множество курсов переподготовки. Можно получить второе высшее образование, кстати, у нас в ВУЗе. Главное, не стоит поддаваться на уговоры, просто мы сейчас за 2 месяца из вас сделаем прекрасного дизайнера. На самом деле это большая профанация профессии. Дизайн, как и любое серьезное творчество, требует долгого, сильного и полномерного труда, скажем так. Ну, также и в кулинарии. Да? Все тонкости приготовления любого блюда, они важны. Здесь у нас уже есть слой с перцем. Так, это мы убираем. Что дальше делаем? Так, я вижу, у нас осталась картошечка, капуста, морковь. Что из них? Баклажаны, баклажаны. Хорошо. баклажаны, зелень. Баклажаны также нарезаем достаточно крупно и опять кольцами. Дмитрий, будучи председателем Союза дизайнеров России вот у нас в Татарстане, скажите, количество дизайнеров профессиональных вот у нас достаточно и хватает? Учитывая, что говорить- сейчас везде дизайнер требуется. Ну, они, кстати, требуются всегда. Вот. Но если посмотреть все эти статистические данные, которые говорят и про западные страны, и про Америку, то есть у нас практически в разы меньше дизайнеров на душу населения. Ну и, честно говоря, самого дизайна у нас не очень много. Чем больше самого промышленного производства,
тем больше дизайнеров. Тем больше их требуется, и тем больше их работа востребована. И с каждым годом они становятся все более и более востребованы. Ну а мы тем временем подготовили следующие слои нашей хашламы. Картошка, морковь, баклажаны и помидор. Еще остался что? В какой последовательности? Теперь мы выкладываем помидоры еще одним слоем. Ага. Вторым. Да, следующим слоем. То есть есть все равно определенная закономерность, да? Да, закономерность есть. То есть самое главное, помидоры не должны находиться выше картофеля. Потому что картофель затвердеет и будет не приспособлен для еды, скажем так. Может, немножко добавим соли сейчас? Да. Кстати, это самый тот момент, когда Уже нужно, да, еще Да. немного посолить? Так, потом картошка и морковь. я уже думаю, что сначала все-таки мы положим морковь, и только потом картошку. Дмитрий, расскажите вот нам, в чем разница дизайнера и графического дизайнера, особенно для зрителей, которые вот не знакомы оба слова? Ну, графический дизайнер – это разновидность дизайна, такого же, как, то есть существует дизайн интерьера, существует дизайн архитектурной среды, индустриальные дизайнеры, дизайнеры моды. Хорошо, профессия графического дизайнера, на нее сразу обучается или все-таки это потом подразделение какое-то идет? Ну, честно говоря, очень долгое время, например, в Казани, графические дизайнеры были выходцами из среды архитекторов, из среды дизайнеров интерьера. Но с этого года у нас в институте начинается выпуск графических дизайнеров. То есть целенаправленная группа уже. Да. Сейчас мы переходим к баклажанчикам, закладываю. Да. Что делаем с капустой? Капусту отделяем только верхние листы, они у нас пойдут только на, Крышечку, да? да, на Хорошо крышечки будет. для всего. Еще зелень остается у нас. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, вот в чем заключается конкретно работа графического дизайнера? Ведь, кстати, вы же автор многих логотипов известных брендов Татарстана. И сейчас же вот модно покупаем татарстанское, а вы, кстати, как раз способствуете этому движению. Да, причем, что и даже слоган это был при моем участии разработан. Вот не зря я его вспомнил. Расскажите подробнее. Да, кстати, в моей жизни было много таких достаточно известных знаковых вещей. Особенно мне понравился такой момент, когда я стал автором практически параллельно двух таких достаточно известных брендов в республике. Это Татспиртпрома и Просто молоко. Я еще так про себя подумал, как очень интересно. Самая полезная жидкость – это молоко. Да? И То есть самая молочный бодрящая продукт. пусть будет так. Ну, скажем так, да. И такая веселая жидкость, Ага. скажем так. Самая, мне кажется, первая удача была – это логотип Татэнерго. Если кто-нибудь помнит, такое морковное, оранжевое, скажем так. Тогда, я помню, по всей республике катались оранжевые окушки. И было очень приятно смотреть, как эти оранжевые окушки ездят по городу, потому что этот цвет был очень жизнерадостный, скажем так, энергичный цвет. И вообще мне очень понравилось тогда работать с руководством Татэнерго, которое не побоялось отойти от таких шаблонов и выбрать достаточно лаконичный, яркий знак. Откуда берете вдохновение вот во время работы? Ну, кстати, это совершенно такой тоже интересный вопрос. Некоторые изводят тонны бумаги, они рисуют, стараются найти вдохновение, как говорят, в руке. Скажем так. У меня совершенно другой принцип работы. Я хожу, думаю, анализирую, сам про себя ничего практически не рисую. Ага. И в какой-то момент вдруг появляется идея, которая, кстати, практически же не требует ни графической доработки, ничего, я просто беру и рисую, скажем так. Единственный вопрос, то, что это совершенно непредсказуемый процесс. Я не знаю, в какие сроки это произойдет. То есть это будет там за 20 минут или на это потребуется 2 недели, скажем А так. бывает, вот, что идея вроде все классно, все понравилось, приходите, а заказчик говорит, нет, это не мое. Да, такая вещь, конечно, присутствовала. А сейчас с каждым годом становится все более и более воспитанный заказчик. То есть заказчики начинают ездить, учиться за границей, учиться у нас, более точно понимать, что им надо для бизнеса. Ну и самое главное, ведь сейчас многие знают, что правильно подобранный логотип – это хорошие продажи. Конечно. А у нас сегодня правильно подобранные ингредиенты, хорошее настроение, следование рецепту. И что у нас по рецепту, кстати, дальше? И теперь самое главное, надо накрыть это теми листьями, которые у нас получились. Это и есть крышечки. Да, крышечки, которые Кстати, должна мы нас- никакую жидкость пока не добавляем, да, в хашламу, или вообще не добавляем? Вообще в хашламу не обязательно добавлять жидкость. Но иногда можно добавить полстакана сухого белого вина. Некоторые любители очень любят добавлять темное пиво. Придает особую пикантность этому блюду. Но я посчитал то, что мы нальем белого сухого вина. Бокальчик. Да. Хорошо. Бокал, наверное, много будет. Половинку. Да. Сколько готовится хашлама и нужно ли открывать крышку во время приготовления? А основной секрет – шлама готовится на очень медленном огне. Готовится она примерно час-полтора до 2 часов, в зависимости от
объема. от мяса. Да, от мяса. И от размера казана. Давайте еще раз откроем. Можно это все вот так вот стараться. Немного, да? Да. Умять. Как можно больше умять и накрыть крышкой. Итак, закрываем. Поставили на медленный огонь. И после небольшой рекламы мы продолжим, и вас ждет еще один сюрприз. Хашлама. Все овощи нарезали кружочками толщиной 1,5 сантиметра и послойно выложили в казан. Первым слоем на дно казана помидоры, сверху баранину, посолили и поперчили. Затем репчатый лук, болгарский перец, помидоры, картофель, морковь и баклажаны. Последовательность слоев можно менять, но при этом стоит следить, чтобы помидоры не располагались поверх картошки. В завершении все еще раз посолили, приправили зирой, кориандром, добавили зелень, полстакана белого вина и все плотно закрыли листами капусты. Закрыли казан крышкой и поставили на медленный огонь на 2 часа. В эфире вновь программа «Секреты татарской кухни». И у нас сегодня в гостях графический дизайнер Дмитрий Кошкин. Дмитрий, мы сегодня с вами уже приготовили хашламу, вернее, она пока на медленном огне у нас готовится. Крышку ни в коем случае не открываем. И Дмитрий решил поделиться, пока у нас есть время, секретом приготовления одного очень интересного салата. Очень простого салата. Есть у него такого, да-да-да. Ну, это авокадо с брынзой, он так называется. Хотя брынза это условное название. Здесь может подойти любой мягкий сыр. Так, но брынза у нас есть у нас и авокадо. Начинаем. Так, Да-да-да. Ну давайте я почищу авокадо. Давайте, я начну все-таки с того, что покрошу сюда листья салата. Вот который это тоже основа будет у является. нас для салатика, да? Ну и продолжаем мы сегодня говорить о дизайнерах, о дизайнерском искусстве, можно так сказать. Конечно. Ну и, конечно, будучи преподавателем, расскажите нам о студентах-дизайнерах. Как вообще молодежь нравится, способная, современная? На самом деле молодежь всегда способна, всегда талантлива. Это все зависит только от того, от их желания трудиться, от их желания творить и, конечно же, от амбиций. Но мне кажется, дизайнеры вообще очень амбициозные люди ведь. Они, мне кажется, заканчивают вуз и уже хоп сразу. У всех там реклама, я дизайнер. Да-да-да. И цены, кстати, достаточно Не- высокие. Недавно проводилось исследование и спрашивали, какую сумму хотят получать в качестве зарплаты выпускники дизайнерских вузов и первокурсники. Я не буду называть эти фантастические суммы, которые они называют. Но что самое интересное, те, кто поступает на первый курс, они называют сумму практически в 3 раза больше, чем те, кто заканчивает курс. Те, кто учится за 5 лет, понимают, что не все Не так настолько, прекрасно. да, Да? не настолько они так. Ну и конкуренция, востребованы. согласитесь, с каждым годом растет. Наверное, но талантливый человек, мне кажется, всегда есть. То есть дверь всегда открыта. Недавно приезжал сюда один известный американский графический дизайнер. Он сказал очень хорошую вещь, которую ему сказали его родители. Двери всегда открыты. И дизайнерам приходится, наверное, так же, как и любому творческому человеку, преодолевать себя и становиться дизайнером-профессионалом. Причем ремесленная составляющая, как и в любом творчестве, присутствует в большой степени. То есть так же, как любой музыкант не может быть великим музыкантом без знания инструмента, без да-да-да. долгих обучений. Так же, как художнику невозможно быть, так же и дизайнеру невозможно быть дизайнером, если он не освоит на практике все тонкости и сложности. В том числе дизайнер, мне кажется, должен вкусно готовить. А это, кстати, это большая составляющая. Между прочим, я думаю, что вам было бы неплохо приглашать всех дизайнеров, потому что стремление получать удовольствие, называемое есть выражение «дольче фарниенте», то есть переводится «счастливое ничего не делание». Депутат, да? Обратите внимание, как я режу помидоры. То есть Я это- бы даже сказал, беспорядочно, Да, хаотично. Очень беспорядочно и очень хаотично. Причем, что самое интересное, это такой мужской стиль. Как режем авокадо тогда? Ну, авокадо можно резать кубиками. Кубиками, хорошо. Что мы еще режем в салат? У нас, конечно же, будет брынза, овощи. Из овощей что еще? Вот помидоры. маслины. А, маслины еще добавляем, да? Ну и, пользуясь случаем, хотел бы поздравить наш университет с такой знаменательной датой, то есть таким юбилеем. 50 лет Казанской архитектурной художественной школе. Я считаю, что наш университет выпустил так много известных людей, так много замечательных людей. Хотелось бы всех их увидеть на этом празднике, который будет у нас проходить в середине ноября у нас в университете. И я думаю, все получат опять тот заряд положительных эмоций, и каждый вспомнит, как это было. Так, но тем временем у нас салат практически проходит к концу, да? Да. Мы сейчас маслины также сверху посыпаем, да? Да. И обратите внимание, кстати, я сегодня впервые чистил авокадо, насколько у него
интересная косточка большая. Да, очень, кстати, очень всем рекомендую, те, кто чистит авокадо, его можно посадить в воду, можно вырастить целое дерево авокадо. Прекрасная зелень, которая будет у вас расти на окне. Так, как мы сыр? Тоже кубиками. Да. Тоже кубиками, да? Большими. Ну, кстати, не обязательно, это может быть брынза. Я уже говорил о том, что это может быть и любой мягкий сыр, и адыгейский сыр, и сулугуни. На любителя. Да, ну и, конечно, практически завершающий штрих Это с лимон. брызнут лимоном Хорошо. и маслом. Итак, лимонный сок, затем немного посолим, добавим оливковое масло, и можно будет пробовать и салат, и уже хашлама у нас практически готова. Салат из авокадо с брынзой. На тарелку выложили листья салата. Сверху нарезанные кубиками авокадо, помидоры и брынзу. Украсили маслинами и зеленью. Посолили, поперчили, заправили соком лимона и оливковым маслом. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Дмитрий, а сейчас самое время попробовать оба наших блюда. Вот так вот очень красиво в финале выглядит наш салат, который, кстати, я так понимаю, перемешивать даже не надо. Да. Это, кстати, одна из самых больших ошибок наших хозяек, когда наш салат очень мелко режется и очень сильно перемешивается. Ну, там добавляется еще и майонез. А здесь у нас все, как говорится, натурпродукт. Да, Пробуем. давайте. Здесь самое главное захватить сыр, оливки, авокадо одновременно. Итак, внимание. По-моему, очень вкусный салат. Дмитрий, это не то, что вкусно. Это, во-первых, очень оригинально и украсит любой стол. Мне кажется, этим салатом любая хозяйка может удивить любого гостя. Очень вкусные ингредиенты. Советую, друзья. Ну а сейчас наше коронное блюдо хашлама, которое на медленном огне томилось 2 часа. Но для меня главное, конечно, в этом блюде это все-таки бульон, который дает и мясо, и овощи, и приправы. Внимание! Хочется повторить. Очень вкусно, сочно, потому что продукты свежие, готовили с хорошим настроением. Ну и хашламу сложно испортить, друзья. Ее можно только готовить по тому рецепту, который вам нравится. Но ваш рецепт мне сегодня на 5 баллов. Браво! Браво! Спасибо. Самое главное, не развалилось. И получилось на все 100%. Спасибо, Руслан. Мне понравилось очень с вами готовить. Мне кажется, с вами можно идти в любой поход, в любую, на любую вечеринку. И, опять же, пользуясь случаем, хочу пригласить всех на наш юбилей нашей Альма-Матер, то есть Казанского государственного архитектурно-строительного университета, конкретно архитекторов, который состоится 16 ноября у нас в университете. Большое спасибо вам, Дмитрий. Желаю вам удачи, самых лучших творческих проектов и, самое главное, вдохновения. Спасибо. Это была программа «Секреты татарской кухни». И сегодня для вас готовили Дмитрий Кошкин и Руслан Шарафутдинов. Пока-пока.